Приветствую вас, дорогие телезрители! С вами архивы памяти, вечные главы истории ингушского народа. Сегодня хочется вспомнить историю Витижева Мусы Хумадовича, ингушского инженера, который прошел путь сына предприимчивого отца из Плиева до генерального директора газового управления всего Северного Кавказа. Наш гость Берснакул Газиков долгие годы занимается поиском информации о наших земляках. Сегодня поделится своими находками о нашем герое. Берснакул Джабраилович, приветствую вас. Добрый вечер. Для начала хотелось бы узнать, с чего началась ваша работа по поиску информации о нашем герое. Это была целенаправленная поездка или случайная находка? Человек, о котором мы хотим сегодня сказать, это Витижев Муса Хумадович. Дело в том, что я до того, как я поехал в архив и занимался этими вопросами, я не слышал это имя. Мы обычно, когда ищем материалы, смотрим на достаточно известных людей, которые служили, были офицерами, там, добились каких-то успехов. А в данном случае меня посетила одна мысль, что мы должны также и изучать трудовую деятельность людей, которые своим трудом укрепляли могущество нашей страны, служили, людям, народу. И в этой связи нам пришлось обратиться в Российский государственный архив экономики. Вот в этом архиве хранятся многие материалы, связанные с трудовой и производственной деятельностью. Поэтому здесь нас это увлекло, и мы здесь занимались поисками вообще ингушей, я имею в виду в целом, потому что мы конкретно не знали. И вот просматривая материалы, мы здесь обнаружили материалы, связанные с Витижевым Мусой Хумадовичем, также материалы, связанные с Майсаговой Раисой Циркоевной. Вот, это работники нефтяной промышленности. Тем более, это были материалы, связанные с 30-ми годами. 30-е, 40-е, начало 40-х годов. Вот. Также здесь были материалы, связанные с деятельностью Шишханова Тамерлана и многие другие. Там оказалось несколько дел. Вот я могу показать. Вот смотрите, вот дело. Вот, в документах обнаружили полную картину его, так сказать, производственной деятельности. Здесь в деле даны, анкета дана, общие сведения о нем, что он родился, как здесь сказано, в 1907 году, место рождения, Чечено-Ингушская АССР, под национальностью ингуш. И здесь краткие сведения. Образование у него высшее, он закончил Грозненский нефтяной институт. И дана его биография. С 1925 года по 30 год студент рабфака в Владикавказе. Затем с 1931 года по 1936 год студент нефтяного института в Грозном. А в 1936 по 1937 год мастер по добыче нефти, старые промыслы, Грозненские старые промысла. С 1937 по 1938 год инженер отдела эксплуатации нефтепровода, город Грозный. Затем он переводится на работу в Махачкалу. Он здесь диспетчер треста, здесь по нефтедобыче. Потом с 1939 по 1941 год начальник отдела эксплуатации, тоже в Махачкале, затем в Грозном. Потом он с 1941 по 1942 год служит в советской армии. В 1942-1944 году он директор нефтепроводной конторы Грознефтекомбината в городе Грозном. Затем в 1944-1945 году он заведующий хозяйством сахарного комбината, это город Жамбул, Казахская ССР. И после депортации. И в 1945 году он главный инженер нефтепроводной конторы в городе Гурьев, Казахская ССР. Вот такие краткие сведения о нем, связанные с его деятельностью. То есть даже в Киргизии он занимает видные места? Но он там не по профилю работает. То есть такие должности он занимал. Сейчас мы посмотрим его автобиографию. В автобиографии здесь интересные сведения, где он сам рассказывает о своей жизни. Пишет он, что родился в 1907 году в селении Плиева Назранского округа Терской области в семье крестьянина-бедняка Витижева Хумады Шавхаловича. До 18-летнего возраста, то есть до 1925 года, я занимался земледелием в хозяйстве отца. Семья наша состояла из 10 душ. Причем из детей я был старшим. То есть на него легла основная нагрузка в семье. Когда младшие подросли и смогли стать помощниками отцу, я поступил на учебу в Владикавказский рабфак горских народов и окончил в 1930 году. Из-за того, что материально, мы не были обеспечены, здесь пишет, что и пришлось поступить на работу, чтобы немножко заработать. И он проработал там более года, а затем в
1931 году он поступил в Гродненский нефтяной институт. Вот это один из тех, можно сказать, первых наших студентов Гродненского нефтяного института. Ну, здесь в автобиографии мы видим, что он, значит, учитывая, что семья была большая, было трудно учиться, и действительно он поступил учиться в нефтяной институт, но вынужден был оставить, чтобы немножко подзаработать, и год делает он перерыв, а потом возвращается опять в свой этот институт нефтяной и заканчивает в 1936 году. После чего он, значит, работает на разных работах по системе нефтедобычи, нефтеэксплуатации, и проработал он здесь до 1937 года в этих, а потом, значит, переходит он в другую контору. И в 1938 году, как мы уже говорили здесь, он был переведен в Махачкалу, в Союз нефтепровод, в качестве старшего диспетчера. И в 1939 году по образованию уже нового отдела был переведен на начальником этого отдела. Он, значит, потом был мобилизован в армию. Ну, понятно, что началась Великая Отечественная война, и здесь он пробыл недолго. Почему? Потому что стране требовались специалисты. Очень важно, как бы сказать, в это время было поставки горючего, и поэтому специалистов тогда было немного, особенно из ингушей. Поэтому его привлекают для этой работы. Проработал он в районах Сталинградской и Ростовской областей, и в марте 1942 года, согласно постановлению Госкомитета обороны СССР, как нефтяник был демобилизован и возвращен на старое место работы. То есть как раз о том, о чем мы сейчас говорим. И в это время здесь он помогает, решает всякие вопросы, связанные с обеспечением горючим, нефтепродуктами. В это время это сложный период был, напряженный был период. И действительно, здесь требовалась высокая отдача, и он с этой работой справлялся, он себя зарекомендовал с самой лучшей стороны. До момента переселения он, значит, проработал здесь, а после, значит, переселения ему пришлось поступить на Жамбульский, как мы говорили, сахарный комбинат, где он доработал там. И он там работал до 28 апреля 1945 года, когда после неоднократных требований Наркомнефти переехал в город Гурьев в качестве главного инженера Гурьевской нефтепроводной конторы и утвержден приказом Наркомнефти от 26 ноября 1945 года. Вот этот период меня очень заинтересовал. Дело в том, что он спецпереселенец. В это время людей, ну, как бы из категории спецпереселенцев, особенно на высокие такие должности обычно не ставили, а здесь в данном случае была большая потребность в специалистах. И вот его по специальному приказу министра из Москвы, его, переводят по разрешению, ему дают разрешение работать в должности главного инженера в город Гурьев, где очень серьезная работа, нефтепроводы такого союзного значения, как мы раньше говорили, это, среднефедерального уровня. Это такая крупная должность и ответственная должность. И его назначают. Затем он здесь в своей автобиографии пишет, что он с 1926 по 1933 год состоял в комсомоле, хотел вступить в партию, но из-за того, что там документами какие-то проволочки были, ему это не получилось поступить в партию. Но он принимал активное участие в общественной жизни, везде, где был, он принимал активное участие. Он дальше пишет, что в 1935 году женился, а в настоящее время, имеется в виду на 1948 год, имею 4 детей, сыновей и 5-ю приемную дочь. Отец, он говорит об отце своем, что он до Октябрьской революции прикнул к революционному движению и принимал активное участие в партизанских частях и в отряде, организованных Серго Орджоникидзе. Мы знаем, это дела, которые были связаны с установлением советской власти на Северном Кавказе. И участвовал в боях против белых на Северном Кавказе, где получил ранения. Отрядом белых, он указывает здесь, полковник Ляхов, был арестован при доставке снаряжения, продовольствия и боеприпасов партизанам. И военно-полевым судом Белой армии был приговорен к повешению. Это интересно. Почему? Потому что он избежал этого, приговора, потому что он смог сбежать. И он, остался, спасся, устроил побег и выбрался из этой неволи. И в настоящее время он, проживает в Жамбуле и на иждивении своих сыновей, моих братьев, работающих на сахарном комбинате.
Один агротехником по свеклосеянию. Братья мои работали на Кавказе. Один судьей, то есть это очень образованная семья. Второй председателем колхоза, а третий врачом, который погиб в Великую Отечественную войну на фронте. Четвертый колхозником и пятый малолетний. Это вот краткие сведения, которые он говорит о себе. Здесь есть еще и уже я из других данных говорю, что вот он говорит, что врач, брат у него погиб в Великую Отечественную войну, но дело в том, что он не был в курсе. Дело в том, что брат его был врачом, он попал в плен. Позже он оказался в Турции, но так как с семьей не было никаких, как бы сказать, семья не знала, просто поэтому считали, что он погиб. А он, значит, мы когда работали в Стамбуле, мы там обнаружили книгу, она где-то 1900, начало 60-х годов, я точно не помню, на турецком языке, там автор Бахадин пишет, он Багаудин, автор книги о переселении нашего народа в Казахстан. Вот целая такая книга, мы ее там купили, привезли. Вот. Это автор этой книги. Ну, возможно, после они уже могли знать, но на то время, вот, которое 1948 год, конечно, они считали, что он погиб. Да. Говоря о нем, надо сказать, что это человек труда, человек, который трудился в самые такие тяжелые времена и для страны, и для тяжелые времена для ингушского народа. И здесь он, несмотря на все эти трудности, он помогал родине, потому что обеспечение страны нефтепродуктами – это очень важная задача была, особенно в военное время. Вот, и показал себя с самой лучшей стороны. А отмечены ли его заслуги как-то у нас? Отмечено, вот сказано, что он в 1948 году награжден Верховным Советом СССР по работе медалью за трудовую доблесть. То есть он был отмечен. Так как нам многое еще неизвестно, нам надо, конечно, более полные сведения иметь, и, возможно, можно было бы узнать, связавшись с родственниками, вот пока мы этого не сделали. И я думаю, что мы можем позже узнать. Возможно, нам повезет, мы в архиве обнаружим еще какие-то документы и расскажем о нем и как бы более полно. Я хотел бы, как бы сказать, ну, сам об этом думаю я и думаю, как бы, чтобы исследователи тоже об этом подумали. Нам нужно работать больше по людям, которые занимались трудом, делали, значит, укрепляли благосостояние нашей страны. Вот. Есть люди, которые работали в сельском хозяйстве, на производстве. Благодаря их труду вот, мы имеем все то, что мы сегодня имеем. Поэтому надо этих людей уважать, надо их помнить, надо делать все, чтобы, как бы, ну, чтобы эти имена жили в памяти народа. И в связи с этим я вот просматриваю разные газеты, вот 30-х годов, вот особенно там 39-й год, обнаружились в наших областных газетах «Свердло» и «Грозненский рабочий» передовики производства сельского хозяйства. Вот. И там очень большой список людей, работники колхозов, которые являлись передовиками сельского хозяйства. И они были как бы направлены на ВДНХ СССР. И вот, и работая там уже, в этом архиве, в котором я говорю, архив экономики, здесь обнаружились многие дела, связанные с передовиками производства сельского хозяйства, которые были делегатами на ВДНХ СССР. И этих материалов много, то есть этих имен много, и, возможно, в какой-то передаче мы их покажем. Вот. Это там многие имена, которые действительно как являются ударниками труда в сельском хозяйстве. Плюс к этому здесь надо сказать, что многие имена, которые своим трудом заслужили уважение людей, является еще и то, что, например, мы учились, когда в институте, 1981 год, мы купили журнал «Огонек», и в котором была, значит, публикация о лауреате Ленинской премии Шишханове Тамерлане. В это время мы, студенты ингуши, были очень горды тем, что наш земляк, это, кстати, единственный ингуш, получивший Ленинскую премию. Вот. И позже мы видим имена многих других людей. Например, имя Наурбиева Умангирея,
Камбулатовича. Это выдающийся строитель. Он строил набережные Челны, в Татарстане, там вот очень известный. То есть таких людей у нас много. Вот. И ну, есть люди, которые награждены высокими званиями, там, герои соцтруда и вот такие. Ну, о них мы как-то более-менее слышим, знаем, как люди рассказывали. Это как бы, это назвать можно и подвигом. Когда мы депортировали, у нас была очень трудная ситуация, и вот религиозный деятель Бузуртанов, Души Али Душиевич, вот он, значит, видя такое положение, люди нуждались в поддержке, моральной поддержке, и он смог, в том населенном пункте, где он жил, он смог объединить людей, поддержать их, и тем самым как бы ну, помог людям преодолеть вот эти все трудности, которые были. И вот сегодня это как бы малоизвестный поступок, но люди в народе говорят о нем, который вот выполнил свою как бы миссию, духовную миссию свою. То есть он как религиозный деятель понимал, что людей нужно поддержать. Самое тяжелое, чтобы люди не потеряли веру. Веру в жизнь, веру в светлое будущее. И он своим поведением, своим поступком смог мобилизовать людей. И вот люди, вот прошло уже много лет уже, об этом поступке до сих пор говорят. И таких людей, которые своей жизнью, своими поступками как бы помогали людям, очень много среди нашего народа. Хотелось бы, чтобы исследователи, они обращали бы внимание на людей труда, вот, потому что они чаще всего малозаметны. Вот, бывает так, что они бывают и не отмечены даже. Нужно как-то это увековечить, как бы запечатлеть, рассказать. Вот. И я надеюсь, что в перспективе мы еще много можем рассказать вот о людях, о разных людях, людях труда, я имею в виду. Но в любом случае работа продолжается вами и другими исследователями, и это не может не радовать. Мы, в свою очередь, желаем вам успехов. Спасибо. С вами были архивы памяти, вечные главы истории ингушского народа.